Адамдар, здорово! Будем долго говорить, надеюсь, вы до конца досмотрите это видео. В целом, поговорим о важной теме. Для многих слово важное, и темы для важности разные. Кто-то приоритизирует, возможно, политику. Ну а я же с недавних пор активно говорю и стараюсь поднимать тему окружающей среды. Поговорим не о смоге, хотя стоило бы упомянуть, потому что смог потихоньку исчезает из города, как и тема смога исчезает из общества. Это не есть хорошо. Мы, народ, будем страдать вдвойне хуже, если до следующей зимы, а точнее до следующего холода мы не предпримем какие-то шаги. Говорим, толдычим, пока что-то не предпримем. Возвращаясь к нашей важной теме. На самом деле, и вот здесь должна была быть заставка, которой нет, или там, как говорят, открывашка, заставка, как у блогеров крутых. Вот, я договорился с Тентек, но еще не реализовали. Надеюсь, скоро реализуем. Кстати, Тентек, кто не в курсе, они обновили историю Кыргызстана. Апдейтнули, то есть 2.0. Вот здесь или вот здесь появится ссылка, подсказка. Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Потому что, чтобы знать, куда идти, нужно знать, кто ты, что пережил, через что прошел. Вот так вот. Возвращаясь к нашей важной теме, я хочу поговорить с вами о батарейках. Да, возможно, кто-то скажет, что, серьезно, батарейки? Но не спешите делать выводы, потому что одна батарейка, ребят, одна, их тут 3, а одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров площади и 400 литров воды. Просто представьте, 20 квадратных метров, это вот радиус, это огромный радиус того, насколько одна батарейка может загрязнять и нести вред за собой. А сколько батареек человечество выбрасывает каждый день? Имеется в виду, если это смотреть в целом на планету, батарейки, они загрязняют не только почву, в которой они лежат, но еще все вокруг. То есть они уничтожают в буквальном смысле этого слова. Почему же это так? Потому что в батарейках содержатся тяжелые металлы, куча всяких химических веществ, которые ядовиты на самом деле. И вот здесь задается вопрос, что тогда делать? Батарейки нужны, использовать их тоже вредно. На этот случай у себя на страничке в Instagram я делал пост, вот здесь, как раз таки, как правильно сортировать батарейки, насколько они вредны окружающей среде. Кстати, спасибо TazRap, потому что, точнее, кто разработал и кто работает TazRap, это, мне кажется, вообще мощно. В общем, молодцы. Спасибо вам большое. Как вы видите, TazRap закачивайте новую версию, не старую, потому что в обновленной версии, в новой версии есть несколько городов, не только Бишкек. И вот благодаря TazRap вы можете выбрать точку сбора, то есть собирать батарейки, как это я делаю как это делал я раньше. И сдавать в точки сбора, где батарейки принимают. Теперь о главном. Я хочу поговорить с вами не о том, что устарело, что было раньше, чем я пользовался раньше. Сейчас же наша семья переходит потихоньку на аккумуляторы. Какая разница между батарейками и аккумуляторами? На самом деле большая. Батарейки используются один раз и выбрасываются. Аккумуляторы перезаряжаются свыше сотен раз. То есть вы можете их перезаряжать, кто как, кто-то говорит 500, кто-то говорит 700 раз. Вы только представьте, насколько они экономичны и экологичны. Запомните две вещи: экономично и экологично. За сколько купил эту батарейку? То есть это 2А, имеется в виду пальчиковые батарейки AA, а мизинчиковые батарейки обычно 3A, AAA. А пальчиковые 2A я купил за 1000 сомов. Мы тут одну взяли, мы как раз таки уже начали юзать. Я купил эту штучку, одна стоит 250, и того я купил пачку за 1000 сомов. 1000 рублей, 1000 сомов. А эти мизинчиковые я купил за 750. Да, это может казаться дорого, но на самом деле нет. Это просто обман, потому что одну батарейку вы покупаете за 40, 50, 70 сомов. Кто как, кто-то покупает возможно, Duracell за 100 сомов, а кто-то покупает Победу или еще что-нибудь за 40, 20, 50 сомов. Каждая ваша покупка незначительна. 40, 50, 70. Одна покупка 250. Зато она прослужит вам намного дольше. То есть вы будете юзать его свыше 100 раз. Представьте себе, сколько денег вы потратите, если купите батарейки пальчиковые 100 раз. Теперь умножьте, за сколько вы покупаете свои батарейки на 100. 100 это минимум, насколько вы будете использовать эти аккумуляторы. Ребят, хочу внести важную вещь. Я не эксперт, возможно, я ошибаюсь. И вот здесь очень важная вещь. Мы живем в мире информационного потока,
и нужно включать свое критическое мышление. Надеюсь, вы потом перепроверите эту информацию, все, что я здесь говорю, потому что нужно все-таки перепроверить. И Б, когда вы будете перепроверять, получать информацию, вы как раз таки сами почитаете, возможно, вам понравится еще какая-то новость, возможно, вы углубитесь в деталях, вы углубитесь и начнете изучать, из чего состоят батарейки, потому что они делятся на лютейные... Короче, вот они как-то делятся, как вы видите, я не эксперт. Ушел. Хорошо, поговорили об аккумуляторах. Их можно перезаряжать. А как? Сложно. На этот случай есть подзарядники для аккумуляторных батареек. То есть, когда я купил их, кстати, за 400, и когда вы будете покупать, обязательно обратите внимание на то, чтобы они были универсальны, чтобы они могли заряжать аккумуляторные батареи 2А, это то есть пальчиковые, и 3А, мизинчиковые батареи. Например, этот может заряжать не только мизинчиковые и пальчиковые, а еще и какие-то, вот видите, посерединке дырки, как это батарейки называются, я забыл, такие большие квадратные. Ушел. И следующий вопрос, а где покупать? Где можно приобрести аккумуляторы и подзарядник? На самом деле ситуация страшная, но история веселая. Это доказывает лишний раз, что мы стереотипные люди, потому что есть столько, кто подписан на меня в Инстаграме, наверное, знают, что в сторис я искал подзарядники для аккумуляторов, искал, в принципе, аккумуляторы, где можно их купить, потому что в моем стереотипном... Сознание это было так, что они их можно купить, приобрести деньги, то есть, типа, это маркет, там, да, знаете, деньги, тех, до меня, возможно. Где я ходил, искал, ну и не нашел толком, потому что, например, где-то что-то было, но там, возможно, подзарядника не было. И как я нашел? Поехал в свой обычный выходной день закупаться мыломойкой на базар. И, короче, закупился с этими огромными пакетами. Пакеты, кстати, стараюсь использовать либо шоппер, либо из дома беру несколько пакетов, ну и чаще всего рюкзак. Просто освобождаю, в рюкзак все кладу. Вот, и что-то иду, весь такой запаренный, мимо этого павильона прохожу, а вот эти бывают же на базарах павильоны, где продают батарейки, часы, фен, бритва и так далее и подобное. Ну, короче, вот, типа техно-павильон, можно сказать. Прохожу, и у меня в голове мысль, а вдруг у них есть? А вдруг? Ну, типа, кто знает, да? И что-то мимо прохожу, а там продавщица Эджешка, я говорю, Эдже, а если аккумуляторлар барба? И уже вот мое вот это... Наверное, скажет нет. И уже так пытаюсь обернуться и дальше потянуть, как Хандай. Я такой, что? Для меня это было типа, what the fuck? И, короче, я такой, прямо аккумулятор, мол, батарея, которая перезаряжается, барбы, она такая... Ова бар, қандай керек? Мынчасо, мындайлары бар. Я такой, окей. Думаю, а подзарядник бар бы? Она такая, бір өлі қалды. Я такой, көрсеткенші, потому что для меня это было супер в новинку. В общем, и она мне показала, я что-то потестил, подзарядник не заработал, я там закупился аккумуляторами. И пошел дальше, уже искать в таких павильонах подзарядник. И, ну и аккумуляторы, да. Залетаю в другой павильон, там тоже есть, и есть на выбор. Вот, выбрал, получается, я вот такой, и вот такие аккумуляторы, аккумуляторные батареи. Важно говорить не есть аккумуляторы, а уточнять. Аккумуляторные батареи, которые можно перезаряжать, потому что немногие продавщицы и продавцы понимали с первого раза, потому что... Не знаю, я не знаю, как люди обычно спрашивают у них. Вот, у кого-то вообще это пылилось вон там где-то в углу, и они даже и забыли, потому что был такой момент, что я в один павильон захожу, такой спрашиваю байке, такой, Джок, она Джок, а потом такой, кто? Бар, по-моему, бар. Ты пошел, достал вон из того угла и, короче, вот принес. Ушел. Хорошо, мы разобрались, что аккумуляторы можно перезаряжать, батареи нет, а батареи одноразовые, аккумуляторы многоразовые. А как понять по виду, как их покупать? В аккумуляторных батареях, то есть в аккумуляторах пишут rechargeable, да, или long life. Например, вот здесь надпись rechargeable. И вот здесь прям надпись rechargeable. Rechargeable означает с английского языка перезаряжаемый, то есть их можно перезаряжать. А еще у них есть отличие того, что они делятся по мощности, да, можно сказать, 950 миллиампер. Это же миллиампер, ребят, я забыл. Ну, в общем, а это 1600, вот. Они делятся по объему, по мощности, можно так сказать. И не забывайте, не выкиньте его, а ставьте на перезарядку и обратно юзайте. Иначе толку от того, что вы покупаете, потому что вы уйдете в минус. Мой друг, экономичный человек, когда я ему говорю, поделился вот то, что я нашел аккумуляторы и подзарядники к ним, то он сильно обрадовался. Он посмотрел это не с точки зрения эко-френдли, а с точки зрения экономии. Пошел. Что я хочу донести до вас? Быть экономичным чаще всего означает еще быть дружелюбным к окружающей среде. Это не всегда так, но чаще всего, потому что все то, что вы экономите, как правило, да, вот это вот reduce, reuse, recycle. Уменьши отходы, переиспользуй и перерабатывай. Ну, то есть то, что, в принципе, делают экономичные люди. В общем, stay tuned.